Тимур Иднанович, есть у вас вопрос? Сейчас, секундочку. Чингиз Муртазакулович, есть у вас дополнение к выступлению Алмаз Тавалдиевича? Нет дополнения. Вы согласны полностью, да? Я полностью поддерживаю представителя Молдовы. Хорошо. Тимур Иднанович, пожалуйста, вопрос. Позвольте, пожалуйста. Алмаз Молдович, один вопрос. Вот вы в своем выступлении сейчас отметили то, что потерпевший в любом случае будет иметь право обжаловать решение в отношении мягкости назначенного наказания. Скажите, пожалуйста, вы здесь имеете в виду мягкость назначенного наказания в рамках того диапазона, того диапазона, который уже будет обозначен после смягчения этого наказания, то есть снижение на одну ступень, и не будет ли это противоречить, опять же, вашим выводам о том, что наказание является прерогативой суда? Спасибо. Нет, в данном случае, если, например, признание вины назначено на одну категорию ниже, это же категория, например, в вашем случае, если категория 4 категории была за изнасилование, можно получить 7,5, можно 10 лет получить. Если на категорию ниже, можно 5 получить или 7,5. Если потерпевший, назначили 6 лет, и потерпевший не согласен, то он может требовать у суда назначить, например, 7,5 лет лишения свободы, не акцентируя на вопросом неисследованности. Да? То есть в любом случае у потерпевшего остается право. При заключении этих сделок законодатель прямо указывает, что она не обжалуется только по причинам неисследованности, а по всем остальным основаниям приговор может быть, обжалован. Один вопрос, пожалуйста. Еще один вопрос, позвольте. Скажите, пожалуйста, а как, по вашему мнению, тогда быть в той ситуации, если потерпевший вообще против какого-либо снижения наказания, и он хочет, чтобы уголовное дело рассматривалось в рамках общей юрисдикции, к примеру, да, и человек получал наказание, исходя из всестороннего полного исследования материалов дела, исходя из резонансности этого дела, исходя из причиненного ущерба, как нравственного, так и морального к нему, и чтобы наказание суд назначал, исходя из тех санкций, норм, которые предусмотрены статьей, без применения каких-либо смягчающих для него обстоятельств. Отвечая на вопрос, я да, это может быть у потерпевшего пожелание, да, с учетом, как вы сказали, там резонансности, ущерба, да, большого. Но в законодательстве четко определены права и обязанности потерпевшего. Он может, требовать возмещения, поддерживать обвинение. Но в данном случае его желание может быть только реализовано только через обжалование этих судебных актов. И во-вторых, с вашей точки зрения, я же говорю, нельзя исходить, если человек, грубо говоря, взорвал дом, и ему он оставил на улице семью или сжег этот дом, что почему вы считаете, что прокурор, следственный судья обязательно заключат соглашение о признании вины, этого человека оставят на улице? Если есть ущерб, который, невосполним, очень большой, прокурор, он защищает интересы государства, и в том числе потерпевшего, чтобы восстановить его права. И сходить из того, что все прокуроры, следователи идут на какие-то сговоры, сделки, и вопреки интересов потерпевшего, я далек от этой мысли. У нас законодательство писалось с точки зрения, что судьи, прокуроры, следственные судьи, следователи, они исполняют надлежащим образом свои обязанности, и нельзя, вести конституционное производство с подозрением, что кто-то как-то может не учесть права потерпевшего. В данном случае, если прокурор, надзирающий прокурор, следователь видит, что ущерб огромен, есть большой общественный резонанс, достаточно доказательств, почему мы исходим из того, что сделка будет заключена. Можно эту сделку просто не заключать, чтобы эту процедуру не усложнять. Она обжалуется вышестоящим прокурору, либо следственном суде, дальше не обжалуется. Поэтому, в принципе, в данном случае, мы исходим из того, что потерпевший достаточно защищен интересами прокурора, который представляет и интересы государства, и интересы потерпевшего в суде. Пожалуйста, Тимур Иднанович. Я бы хотел разделить с вами эту позицию, но, к сожалению, примеры, которые мы имели в виду, уже то же самое дело Сверулов, говорил нам совсем о другом. Да и различные тоже случаи можно приводить. Вопрос у меня в другом. Как вы тогда можете прокомментировать, почему законодатель в одном случае, если мы говорим о применении вопроса
о выводе человека из-под уголовной ответственности, применении к нему пробационного надзора, в этой части рассматривает мнение потерпевшего, это прописано в кодексах, о вопросах назначения более низкого наказания в случае признания вины, это мнение игнорируется. Ведь по сути и в той, и в другой ситуации вопрос стоит в одном. Человек, обвиняемый, он либо избегает, либо существенно снижает свою ответственность в рамках законодательства Крымской Республики. Спасибо. Ну, в данном случае, видите, это, скажем, институт процессуального соглашения, он как бы относится к особенной категории судопроизводства, при котором, ну, скажем так, из взаимных интересов прокурор, следователь в лице государства и обвиняемый со своим защитником приходят к каким-то, скажем, взаимовыгодным соглашениям. А и применение института пробации, он, скажем, производится в общем порядке, и данная категория дел, ну, она относится до 5 лет. Я не вижу здесь сильных таких противоречий в части этого. Потому что все равно решение о применении или неприменении пробации в отношении обвиняемого применяет в первую очередь орган пробации, готовя пробационный доклад, возможно ли в отношении его применение. И если это возможно, то суд это применяет. В данном случае здесь, скажем, относится, все равно здесь потерпевшее мнение учитывается, но в данном случае решение остается за органом пробации и судом. А что мешает тогда учитывать мнение потерпевшего в тех соглашениях, но пусть принимается решение прокурором или судьей, но мнение потерпевшего все равно должно быть, как вы считаете, выражено в данной ситуации? Или вы полагаете, что он вообще не должен какое-то либо высказывание по данным процессам производить? Например, при рассмотрении этого дела, конечно, суд может учесть, потому что все равно это не исключает его участие в суде. Потерпевший выступает, он ознакомливается, оглашается суть соглашения в суде, выслушивается мнение сторон. То есть сама процедура судопроизводства не исключает заслушивание мнения именно. Но именно поставить условия потерпевшего, именно что только с его согласия может быть заключена сделка, может превратиться в институт вымогательства. Например, человек, скажем, признается, например, в совершении каких-то, скажем, коррупционных дел. Например, тот же, скажем, если сегодня примерами говорим, кто-то выдал незаконную квартиру, да, согласился сделку, объяснить все, рассказать эту схему. И один потерпевший говорит, купите мне квартиру, либо я, говорит, не подпишу это. То есть это может превратиться в институт вымогательства. То есть здесь интересы государства, неотвратимости наказания, скажем, дальнейшее, скажем, его исправление, возвращение в общество может упереться в один маленький механизм. Потерпевший говорит, возместите мне и моральный, и материальный ущерб, ну, грубо говоря. И вот этот институт может просто, скажем, еще не начав действовать, скажем, он потерять смысл только, скажем, по причине того, что у потерпевшего, ну, не нравится им подсудимые, скажем так, который готов рассказать о каких-то торговле людьми, скажем, о вывозах каналов, тех же наркотиков, если где-то является элемент потерпевшего в рамках этого дела появляется, то есть торговля людьми. Он говорит, ну, заплатите мне такую-то сумму, я морально сильно пострадал или материально. И вот этот весь институт может упереться в одного человека и, скажем, он может у нас это, да, потерять. Пожалуйста, цели, есть да. еще вопрос? Последний вопрос. Я правильно вас понял, что в принципе вы согласны с той позицией, что мнение потерпевшего, по крайней мере, должно быть рассмотрено и принято во внимание в рамках как досудебного производства, так и в судебной стадии. Но сейчас, получается, исходя из уголовного процесса законодательства, такой возможности нет, поскольку там оговорен конкретный перечень лиц, которые могут это делать. Спасибо. Нет, вы меня чуть-чуть неправильно поняли. Я говорю, что мнение потерпевшего всегда должно быть услышано. И на нынешнее законодательство, и процедуры, права, то, что это рассматривается в суде, это все предусматривает. Но я не согласен с тем, что только, то есть его согласие должно быть обязательным в этой части. А то, что мнение должно быть услышано, потому что это и есть суд, там должны все высказать свое мнение. Может, потерпевший приведет какие-то доводы, при которых судья, рассматривающий дело, может аннулировать эти сделки
Потому что, как вы говорите, где-то не доглядели, не досмотрели. Но если потерпевший в суде докажет, что сделка не отвечает, скажем, интересам правосудия, то, в принципе, суд может постановить, что условия сделки не исполнены. Еще вопрос есть, да? Уточняющий вопрос. Пожалуйста. Может ли тогда потерпевший высказать свое такое мнение, если у него таких полномочий в рамках уголовного процессуального законодательства нет? Он не является субъектом. У него есть право выступать в суде, заявлять ходатайство, Но приводить доводы. эти процессы упрощенные, там не предусмотрен порядок исследования, и там процедура только зачитывания соглашения идет. Это не тот процесс в нашем понимании, и не то следствие в нашем понимании. К следственному Нет, суде он не- вопрос, скажем так, упрощенного порядка судопроизводства все равно нельзя исключать. Почему стороны вызываются в полном объеме, мнение потерпевшего заслушиваются. Да, назначается наказание в соответствии с соглашением, но мы не можем, скажем, нивелировать вообще процесс, что никто не вызывается, просто выносится приговор. Да, не исследуются свидетели, но потерпевший, гособвинение, защита, все присутствуют в этом суде, все имеют право выступить. Позвольте, да, вот я уж до Пожалуйста. конца. Секундочку. Вот статья 491 возьмем, да? Судья разъясняет обвиняемому сущность соглашения о признании вины, после чего предлагает ему сообщить суду обстоятельства заключения соглашения, выясняет соответствие соглашения его волеизъявлению, поддержит он его, желает либо что-либо сообщить суду по делу. Выяснив позицию суда, обвиняемого, судья предлагает защитнику и государственному обвинителю сообщить их мнение относительно соглашения о признании вины, а также уточняет, поддерживают ли они соглашение или нет. В случае возражения этих лиц он отказывает, в случае согласия он признает. Где здесь хоть сказано слово про потерпевшего? Вот вопрос, как потерпевший будет высказывать свою гражданскую позицию, если Уголовно-процессуальный кодекс в этой части его ограничивает? И если он будет высказывать свою позицию даже в этой части, не будет ли тогда считаться это нарушением уже конституционных прав самого обвиняемого, поскольку это будет напрямую связано с тем, что оказывается давление на суд, не то что на суд, а здесь идут как бы соответствующие препятствия для вынесения судом решения. Спасибо. Здесь в данном случае, да, здесь идут порядок проведения судебного заседания, но здесь нет запрета, что он может присутствовать при этом. Но здесь разное мнение и разное прочтение нормы кодекса идет. Представитель Джордж Кенша говорит о том, что здесь говорится о том, что зачитываются соглашения, но не исключается возможность заслушивания мнений потерпевшего. Но насколько это мнение будет учитываться или нет, это уже на усмотрение суда. Вот такова позиция представителя Джордж Кенша. Правильно, Алмаз Саудович? Есть у вас еще вопросы? Спасибо, Ваша честь. Больше нет. Уважаемый судья, есть вопросы? Пожалуйста, Медведевич. Вот вы в своем выступлении сказали, что наличие ходатайства о заключении одного из видов процессуального соглашения не означает, что прокурор заключит это соглашение. Да? Вот 487 статья, да, которая, в общем-то, говорит о порядке заявления таких ходатайств. Вот третья часть. Соглашение о признании вины может быть заключено при наличии следующих условий. Здесь приводятся 3 условия. И 4 часть. Соглашение о признании вины не может быть заключено. И приведено 2 основания, о которых вот говорила обращающаяся сторона. Да? Скажите, пожалуйста, что вы имеете в виду, на основании каких норм в данном случае должен вообще поступать обвинитель при рассмотрении этого ходатайства? Чем он должен руководствоваться? Мы исходим из того, что правоохранительная система построена на нормативизме. Они подчиняются строго тем процедурам, которые установлены законом. Я хочу, вот вы на этом как бы акцентировали свое внимание. Вопрос понятен, да? Ну, да, конечно, понятен. Здесь в данной статье, когда, скажем так, здесь речь идет о том, что, например, что соглашение может быть заключено, условия, при которых возможно заключение. И здесь соглашение о признании не может быть заключено с лицами, совершившими невменяемости, и когда есть совокупность.
Ну, это же, скажем так, тот перечень, когда, как вам сказать, здесь это при тех условиях, при наличии этих двух условий не может быть заключена сделка совсем. Вот, например, несовершеннолетний может быть стороной, скажем, гражданско-правовой сделки, но сама гражданская правовая сделка же идет по обоюдному согласию. Это же не обязывает прокурора, вот эта 4-я часть статьи 487, заключать все соглашения. Тогда все соглашения, при которых, скажем так, что если сторона вменяема, и все статьи подпадают под соглашение о признании. И здесь законодатель не это имел в виду. Это два условия, при которых соглашение о признании не может быть заключено. Но в данном случае, видите, порядок прокурор рассматривает ходатайство, и здесь идет о том, что он может отказать по вопросам нецелесообразности, скажем так. Нет, давайте говорить. Я вас понял, да, что здесь не имеется в виду, что прокурор может отказать только по этим основаниям, которые заложил, да? Хорошо, тогда скажите, какие критерии, по каким основаниям вообще прокурор рассматривает это ходатайство? Где грани, где пределы его усмотрения? Ну, здесь в данном случае прокурор должен исходить, мне кажется, из тех принципов, которые заложены в уголовном судопроизводстве. Это должно быть восторжествование справедливости, законности, неотвратимости. И в связи с тем, чтобы не было абсолютной, скажем, было это отдано на откуп прокурору, в данном случае это даже соглашение при этом заключении, оно должно утверждаться следственным судьей. Поэтому здесь двойная проверка. Я по-другому поставлю вопрос. Как вы считаете, вообще вот эти пределы должны быть установлены процессуальным законодательством? Усмотрение прокурора по этому вопросу. Я думаю, да, законодательно. Пределы какие-то, да. общие критерии должны быть установлены. То есть не исходить из каких-то общих принципов уголовного закона, да, и уголовного процессуального закона. Я имею в виду, какие-то должны быть вообще. Да, я думаю, что должны быть, поскольку в Джоркинеше, когда был разработан законопроект о включении соглашения о сотрудничестве в старый уголовный процессуальный кодекс, и тогда именно стал вопрос, когда можно заключать соглашение о сотрудничестве и что он должен дать взамен. То есть, если, скажем, там человек говорит, я сообщил о том, что я наркотики беру там-то, этого недостаточно. Что именно был законопроект, который говорит, что именно в соглашении законодательно хотели определить параметры сотрудничества. Что он должен дать взамен, чтобы получить вот такие преференции при назначении наказания. Я думаю, что в данном случае, что именно совершенствование законодательства в этом и заключается, что, мне кажется, в будущем депутаты или правительство должны определить критерии, при которых признание вины целесообразно должна быть указано, почему государство, узная, имея полный пакет доказательств, все равно идет на заключение с ним соглашения, прокурор должен мотивировать, в связи с чем и почему. И также соглашение о сотрудничестве. Сейчас мы вот слышим какие-то, скажем, часто заключаются сделки с правосудием, но в данном случае там тоже, мне кажется, должны быть критерии. Есть еще вопросы? Пожалуйста, наш. Алмаз Саулович, вот тоже вопрос такой, поскольку вы представляете законодателя, да, вот что касается соглашения о сотрудничестве, здесь как раз проговаривались, и законодатель здесь четко определил, в каких случаях возможно заключение соглашения о сотрудничестве. Скажите, вот, например, к примеру, опять-таки, торговля людьми, субъектом этого преступления может быть несовершеннолетнее лицо? Субъектом, да. Да. Акт терроризма, да? Субъектом тоже может быть несовершеннолетнее лицо? Теоретически, да. Может быть, да. Если, например, они тоже являются субъектами этого преступления, а цель, скажем, соглашения о сотрудничестве в том, чтобы как можно больше, максимально получить информацию, да, об этом акте или об этом преступлении, почему все-таки законодатель вывел несовершеннолетнее лицо из субъектов заключения соглашения о сотрудничестве?
То есть только ли общие ваши вопросы касательно там внушаемости, там, скажем, влияния на него, что еще конкретно послужило? Если, например, исходить из цели того, что да, действительно публично здесь превалирует, что надо выявить это преступление максимально, чтобы предотвратить, да, последствия этого преступления, почему несовершеннолетние выведены из субъектов этого соглашения? Ну, как я же сказал, что вот эти, как вы сказали, общие нормы, то, что он является, ну, скажем, не в полной мере может отдавать отчет или, скажем, знать о последствиях совершенных им действий. И как сегодня тоже пример привели, чтобы он не противопоставил себе, скажем, другим соучастникам преступлений только с этих позиций. В данном случае, да, конечно, если, скажем так, если с ним нельзя заключить сделку, но это же не говорит о том, что с несовершеннолетним может рассказать это. Есть, ну, есть, скажем, законные представители, есть защитники. И поэтому сказать, что если субъектом терроризма стал несовершеннолетний, это преступление не останется раскрытым по причине того, что нельзя с ним заключить сделку, я далек от этого. Поэтому в данном случае вот те основные принципы, что он является не в полной мере отдает отчет, в силу возраста, они не дали возможность дальше, скажем, вот развить институт в отношении них. Еще один вопрос в таком случае. Может быть, я предположу, законодатель имел в виду, что наилучшим образом интересы ребенка может защитить только суд, а не прокурор, как в данном случае. Да? Здесь мы должны отметить, в новом УПК роль прокурора очень сильно возрастает. По своей сути, при заключении этих процессуальных соглашений прокурор играет, по сути, роль судьи, да, то есть определяет наказание, а судья всего лишь, как вы говорите, констатирует, или, скажем, соглашение, которое было заключено, лежится в основу судебного акта. Так же, да, насколько я понимаю, логику законодателя здесь. И здесь почему-то прокурору не доверили в данном случае, может быть, заключение, ну, как бы заключить такое соглашение с несовершеннолетним, отдали суду. Так ли это или нет? Или что-то еще лежало в основе? Нет, я не думаю, что именно, скажем, там, отдав на откуп, скажем, судьбу несовершеннолетнего преступника, ну, обвиняемого, подозреваемого на откуп прокурору, государство именно, скажем, сделало какое-то сравнение роли суда или роли прокурора. Я же говорю, само в принципе, говорю, то, что в силу его возрастных, в силу психологических, уже не дало развиться дальше в этом институту. То есть не ставился вопрос именно, что кто должен заключить сделку, именно прокурор. И именно здесь я чуть-чуть еще хотел бы добавить, что не прокурор определяет вид и размер наказания. Определяет, это есть же соглашение, это разговор, это торг между стороной, защитой, скажем, лицом, который пошел на сделку, и прокурором. Здесь то, что было говорено, вот прокурор назначил и все. Нет, именно здесь соглашение, суть идет о том, что идет торг, и когда стороны определили, и с этим соглашением не прокурор определяет, это согласился и обвиняемый, и прокурор, и они вместе пришли к этому наказанию, которое устраивает обоих. И сказать, что прокурор подменяет роль суда, нет, здесь в данном случае прокурор-то слушает мнение обвиняемого, защитника, следователя, обстоятельства дела, и они вместе договариваются об одном наказании, которое приемлемо для всех. И сказать, что именно отдано все прокурору, я далек от этого. То есть вы хотите сказать о том, что прокурор в данном случае полностью учитывает мнение потерпевшего при заключении этой сделки? Не полностью. Они торгуются, они договариваются. То есть он стоит в интересах потерпевшего, вы хотите сказать, тоже, да? Ну прокурор. Да, потому что прокурор, говорю же, мы сегодня, вот я приводил пример, если человек, взял полностью, разорил человека, снес его дом, просто, грубо, трактором его единственный дом снес, и завтра сказать, что прокурор отпустит, переведет его решение, скажем, его в разряд штрафов. Я далек от этого, ни один прокурор, скажем, они все равно учитывают интересы потерпевшего. Еще один вопрос, да. вот здесь как раз ставился вопрос о том, что как вообще исполнять это соглашение в будущем. Как вот позиция законодателя в данном случае выстроена? Насколько как бы понятно, что соглашение ложится в основу судебного акта? И дальше исполнение, скажем, вот этого соглашения обеспечивается этим судебным актом?
Или каков механизм исполнения этого соглашения? Нет, Опять-таки по если- возмещению вреда, ущерба, как мы предполагаем. Нет, после того, как будет постановлен приговор с учетом соглашения, скажем, о признании вины или соглашения о сотрудничестве, дальше процедура идет как при обычном акте, то есть исполняется также он идет в места лишения свободы, либо оплачивает штраф, либо ну, то есть общая дальнейшая судьба приговора, она как бы по общим правилам происходит. Пожалуйста, Павел Иванович. Как вы считаете, вот введение такого института, как соглашение о признании вины и соглашение о сотрудничестве, оно оправдано? Наверное, На еще мой рано говорить. взгляд, я думаю, что это оправдано, поскольку это, общество развивается. Сейчас, например, совершаются преступления, когда, скажем так, есть проблемы с доказательствами, развитие соцсетей, связь, интернет, скажем, когда можно человеком руководить, и органы следствия могут и не найти, например, как им руководили, создание аккаунтов. Поэтому создание коррупции тоже, когда проводились преступления по коррупции, совершается, когда органы следствия могут и не доказать, кто был заказчик, кто был стороной. И мне кажется, развитие, скажем, технологий, развитие жизни оправдывает создание данного института, поскольку цель-то правосудия в чем? Изобличить всех, привлечь к ответственности, сохранить принцип неотвратимости. И когда по старому кодексу тот же наркокурьер знал, что в отношении него нельзя совершить сделку, потому что неважно, сколько он бы не раскрыл эту всю схему, в отношении него все равно применить только минимальное наказание, скажем так, от 12 до 20, по-старому. И поэтому ему не было интересно раскрывать схему, идти на сделку с государством. А сейчас, получается, у лиц, которые даже иногда в темную используют тех же наркокурьеров, которые готовы все рассказать, чтобы, скажем, им понесли наказание именно виновные лица. Есть еще вопрос? У меня два вопроса есть. Алмаз Талдыевич, здесь на нашем процессе прозвучало мнение о том, что соглашение о признании вины прокурором должно удовлетворяться во всех случаях, но есть одна статья, которая говорит о том, что прокурор может отказать в ходатайстве о заключении соглашения о признании вины. И этот отказ не может быть обжалован. Тогда как соглашение о заключении сделки со следствием, отказ в заключении такого соглашения может быть обжаловано вышестоящему прокурору. Почему такая разница в схожих по своей природе институтах? Вы говорите, что отказ прокурора от заключения соглашения о признании вины не может быть обжалован. Да. Тогда как соглашение о заключении сделки со следствием может быть обжаловано вышестоящему прокурору. Ну, это в частности вот статья 488 и статья 493. Здесь как раз таки я хотел бы сказать, действительно ли Джоорку Кенеш, или вы как представитель Джоорку Кенеша придерживаетесь той позиции, которую до этого высказывали, о том, что при наличии достаточных доказательств прокурор никогда не пойдет на удовлетворение ходатайства о заключении соглашения о признании вины. То есть я не говорю никогда, он имеет право не пойти. Говорю. Не Здесь, пойти. Да, то есть, видите, вопросы, говорю, то, что если доказательной базы достаточно, почему прокурор обязательно должен идти на эту сделку, если говорит, что мы докажем вашу вину, и вы понесете заслуженное наказание. То есть, исходя из вашего мнения, мы говорим о том, что соглашение о признании вины, даже при наличии тех условий, которые указаны в статье 487, может и не заключаться. Да. Есть еще вопросы? Спасибо, присаживайтесь. Сейчас, секундочку. Алмаз Талдыевич. Один Тимур вопрос Рыднов. можно будет? Вот. Да, один вопрос, если позвольте.
Мне просто тема очень близка. Я диссертацию кандидатскую защищал именно по этому вопросу, по процессуальным соглашениям, по новому ПК. И научно этот вопрос полностью исследовал лично. Вот, а у нас, скажите, пожалуйста, на вопрос судьи вы сказали, почему институт не получил развития в вопросах заключения соглашения непосредственно с летним, то, что подумали, что это незрелость и так далее, и как бы дальше дорога не была дана. Но правда, неправда, фактически заключается же в том, что сам этот институт, он же пришел к нам из англосаксонского права. Не мы разработчики этого института, он уже давно функционирует за рубежом, те же самые Соединенные Штаты Америки. 85% всех судебных решений связаны непосредственно с процессуальными соглашениями. 85% всех решений Соединенных Штатов Америки. И получается, все международные конвенции о правах человека, все международные конвенции, они безусловно учитываются в этих высокоразвитых правовых странах. Так, можно ли считать оправданным именно такое пояснение, что институт процессуального соглашения заключается совершенно только из-за того, что возможно, здесь наличие какой-то вопрос незрелости, непонимания этих вопросов. Ведь практика показывает совсем иные уже факты. Как вы можете пояснить эти моменты? Так вопрос в чем? Наверное, плохо. Оправдано ли ваше понимание, насколько оно оправдано, что институт процессуального соглашения в нашей ситуации не заключен с несовершеннолетним только лишь потому, что само лицо, оно, по вашему мнению, может быть незрелым, не осознавать полностью, когда уже международная практика давно уже применяет такие институты, в том числе несовершеннолетних, во всем мире. Этот институт, говорю, что он не новый, он пришел к нам он заимствован с англосаксонского права, и эти вопросы давно уже отработаны. Правильно ли делать такую позицию вот с этой точки зрения? Но здесь Тимур Иднанович больше акцент делает на несовершеннолетних, наверное. Да. Нет, я не занимался вопросами, да, как в англосаксонском праве, как в высокоразвитых странах, как вы сказали. Я считаю, что наша страна тоже относится к высокоразвитым со своей правовой системой. Поэтому мы придерживаемся того же мнения, которое мы изложили, что с ними мы не идем на заключение сделки. Законодатель предусмотрел данные в силу его возрастных особенностей несовершеннолетних. Спасибо, присаживайтесь.